Друзья, всем привет! С вами лидер штаба татарской молодежи. Сегодня мы находимся на Днях татарской молодежи в отеле «Волга». Сегодня со мной руководитель центра «Идель». И мы с ней сегодня поговорим в формате живого интервью. Я задам самые интересные вопросы, Зульфия постарается на них ответить. Сперва хотелось бы узнать немного о тебе. Расскажи, как так произошло, что ты начала этим заниматься, и немного расскажи о себе. Как Тахид сказал, меня зовут Зульфия. И получается, с молодежным центром «Идель» я познакомилась через проект молодежного центра «Идель». У нас есть такой проект «Иделем Окшарлага». Это конкурс писателей татарских, молодых писателей. То есть тех, кто только начинает писать. И я участвовала в этом конкурсе и узнала про молодежный центр «Идель». Это, получается, был 2011 год. Я еще училась в школе. Вот. А после уже, когда была в университете, начала искать работу и попала в молодежный центр «Идель», потому что знала этот центр, и так получилось, что была вакансия. Я с удовольствием, у нас прямо, когда мы росли, была мечта поработать здесь. С 2018 года я начала работать в этом центре. В этом году, в начале года, директором стала. Ну, так получилось. А немного о себе? Немного о себе. Я сама из Татарстана, из Буинского района Татарстана. Закончила школу, получается, у себя в деревне, там росла. И приехала в Казань учиться. Закончила Институт филологии и межкультурной коммуникации. Я по образованию филолог татарского языка. Хотелось бы узнать, как, по какому принципу и кто попадает на Дни татарской молодежи? На Дни татарской молодежи, получается, во-первых, это мероприятие изначально было организовано для регионов. Но оно организовано по инициативе татарской молодежи в первый раз. И тогда, скажем так, в этом году проходит 31-е Дни татарской молодежи, а «Идель» только 22 года. То есть до этого это организовывалось силами молодежи, они собрались, там государство помогало тоже впоследствии. И когда уже появился «Идель», а «Идель» образовался именно инициативой тоже делегатов Дней татарской молодежи, и уже начал курировать этот проект «Идель». Вот. И Дни татарской молодежи собирают именно ребят с регионов, в первую очередь, татар. И мы работаем с автономией тесно, и у нас выделяются квоты на регионы. То есть мы отправляем письма через автономии и также отправляем письма организациям, молодежным организациям, которые у нас были уже в Днях татарской молодежи, с которыми мы работаем, то есть знакомы, кого мы знаем, то есть получается. Но при этом в течение года и вообще на мероприятие могут попасть и другие делегаты, и другие организации. Может, мы не знаем об этих организациях просто. Они могут выйти на связь с нами. Но у нас в этом году, допустим, были выделены квоты, но также у нас были места. Мы открытую заявочную кампанию делали у нас в социальных сетях. Можно было пройти по ссылке и заполнить заявку. Отлично. Хотелось бы узнать у тебя, почему многие общественные организации не знают о Днях татарской молодежи? Как это получается? Ну, как я сказала, в большей степени знают те, кто работает или под крылом татарских автономий, потому что мы тесно работаем именно с федеральной автономией татар, которая находится в Казани, здесь, в Татарстане. И больше отправляем именно письма в автономии, в первую очередь. И потом, как я сказала, организации, которых мы знаем точно, что они есть в регионах. И, к сожалению, мы так получается, что кого-то не знаем. И случайно так выходим на связь. В принципе, я о вашей организации тоже узнала случайно, через Рената. И не всех, можно сказать так, не охватываем. Понял. И, к сожалению, это для нас тоже проблема. Мы пытаемся поэтому развивать тоже социальные сети, чтобы люди, татары по всему миру, по всей России узнали о нас. И если есть такие организации, которые не попадают в наши мероприятия, то приехали, тоже увидели, и мы с ними тесно сотрудничали и работали. Друзья, поэтому всех ждем здесь
пишите Зульфие, оставляйте заявки, участвуйте, даже если вы находитесь за рубежом, я так правильно? Да. Пишите, оставляйте заявки, Инстаграм Зульфии будет здесь, и все контакты, ссылки тоже будут внизу в описании. Хотелось бы сейчас тебе задать тебе такой вопрос. Есть ли какая-то тенденция, что с каждым съездом татарской молодежи делегация становится сильнее, либо наоборот слабее? Делегация там не меняется в плане того, что слабее становится, сильнее. Тут больше зависит, наверное, от организаций, которые работают на месте. Там уже молодежь меняется и идеалы, как бы поколение меняется. И поэтому просто они уже другие. Но на самом деле слабее они, активнее, это невозможно сказать. Но если какие-то изменения происходят у себя в организации, допустим, если делегация приезжала из этой организации, то бывает такое, что может приехать в этом году 10 человек, а на следующий год из-за того, что у них там или руководство меняется, или меняются участники этой организации, то есть что-то происходит, может приехать там меньше человек. Но на самом деле, мне кажется, делегации все активнее становятся. Если в этом году тоже на квоты там был большой такой спрос, допустим. Но как мы смотрим, вот если ребята активно проявляют себя, и потом мы следим за ними тоже в течение года, мы уже, когда они просят там больше квот, мы выделяем им больше квот. И как правило, но на ДТМ всегда активные ребята, активные участники, поэтому хочется, чтобы все так продолжалось, и татарская молодежь была активной такой, и настроенной на работу, вот, и работала для популяризации языка, культуры и так далее. Зульфия, было ли такое, что тебе приходилось какую-то делегацию исключать из нее татарской молодежи во время пребывания ею в Деле? В моей практике такого не было. На самом деле, нужно сказать, что я недавно на Днях татарской молодежи, получается, я участвовала только 2 раза до этого, то есть это 3-й раз. А до этого я и участником не была, и в моей практике пока такого не было. Что нужно сделать для того, чтобы попасть на День татарской молодежи? Общественная организация. Но легче попасть, если ты, во-первых, член общественной организации, ты работаешь какой-то, активист какой-то организации. Но также у нас есть ребята, которые активно, допустим, из Татарстана есть ребята, которые активно помогают нам. У нас есть разные смены, детские и так далее, допустим, вожатыми работают и так далее, в конкурсах наших участвуют. И потом, если они иногда спрашивают, можно мы тоже приедем, если у нас есть возможность, если у нас есть квоты, мы им тоже выделяем места, их тоже приглашаем. А если это в регионах, то если вы сотрудничаете, то есть состоите в какой-то организации, понятное дело, вам будет легче, просто вам нужно быть активным работать, и руководитель, скорее всего, предложит вам поехать в качестве делегата. А если же вы не состоите ни в какой организации, или вообще в вашем регионе нет организации, или вы не знаете, а у нас бывало тогда так, что приезжала, допустим, девочка, приехали из организации, из ее же региона, а она отдельно приехала, она не знала, что есть эта организация. А теперь они познакомились, и сейчас вот как раз на этих днях татарской молодежи они вместе одной делегацией приехали. Какие у Днях татарской молодежи, у Идели сейчас планы и задачи на ближайшее будущее? Может, ближайшие 3 года? Задача Идель это всегда было, чтобы активно работать с татарской молодежью в регионах, чтобы они там были активными в свою очередь. Мотивировать их, вовлекать в какие-то проекты, показывать, как можно работать, как можно создавать проекты, как их реализовывать и так далее, помогать в этом. Впрочем, мы организовываем все наши мероприятия для этого, чтобы молодежь здесь познакомилась между собой, обменялась опытом и в дальнейшем продолжила там даже совместные проекты, наверное, межрегиональные какие-то делать.
или же уже более активно работать в своих регионах в какое-то направление, потому что ребята, если только в своем регионе всегда находятся, и они могут не знать всех возможностей, которые, допустим, другой регион знает что-то, проводит какое-то мероприятие, и здесь они знакомятся, узнают, что, где происходит и так далее, и обмениваясь опытом, тоже активнее начинают работать и у себя в регионе тоже реализовывают подобные мероприятия. Я полностью согласен с Зульфией. Я хочу выразить тебе большую благодарность за приглашение нас, штаба татарской молодежи, к вам на День татарской молодежи. Буду очень рад в дальнейшем тоже участвовать, активно участвовать и привлекать также молодежь сюда, привлекать другие общественные организации. Большое спасибо. Спасибо вам. Если можешь обратиться к татарской молодежи. Да, конечно. Дорогая молодежь, мы готовы с вами работать, сотрудничать, поэтому ждем на наших мероприятиях. Будьте активными, не бойтесь ничего, идите вперед к своим целям. Желаю вам удачи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч!